обмену военнопленными. Значит, Ага. это соглашение... Вот сейчас начинает. Вот тот момент. Я говорю о дипломатии, которая... О какой дипломатии вы говорите, Джейди? Я говорю о той дипломатии, которая положила бы конец войне в вашей стране. Я думаю, что очень неуважительно, господин Зеленский, то, что вы сейчас делаете, приехав к нам в гости и разговаривая с нами вот в таком тоне. Вы должны благодарить президента Трампа за то, что он вмешался в этот конфликт. Вы вообще-то приезжали когда-нибудь в Украину, чтобы посмотреть, с чем мы сталкиваемся? Я смотрел и видел то, что происходит. Вот лизун, а? Я знаю, что вы на такой тур пропаганды приводите иностранных лидеров. Вы приезжаете сейчас в овальный кабинет и говорите вот такие вещи администрации, которая пытается вам помочь. Давайте начнем сначала. Прежде всего, во время войны у всех проблемы. Даже у вас. Несмотря на то, что у вас есть океан, который вас защищает, сейчас, может быть, вы не ощущаете на себе эти проблемы, но они у вас возникнут, и вы их почувствуете. Послушайте, мы хотим эту проблему решить. Не надо нам рассказывать здесь, что мы будем чувствовать. Вы не можете сейчас нам диктовать что-то, или диктовать нам какие-то будущие условия, или что мы почувствуем. Мы будем очень хорошо себя чувствовать, очень сильно будем себя чувствовать, а вы не находитесь в том положении, чтобы нам что-то такое говорить. И Джей Ди Венс прав. И у вас нет сейчас никаких козырей. Без нас у вас никаких козырей нет. Господин президент, вы сейчас рискуете жизнями миллионов человек. Вы рискуете тем, что эта ситуация выльется в Третью мировую войну. И очень неуважительно себя сейчас ведете по отношению к нашей стране. Мы гораздо больше сделали для вас, чем, может быть... Двое наезжают. Послушайте, вы в Пенсильванию приехали и проводили там предвыборную кампанию для другой партии. И президент всего лишь хочет сказать... хочет спасти вашу страну. Вот все, что он хочет сделать. Послушайте, если вы будете громче говорить, это не значит, что вы будете более правым. Ладно, хватит. Ваша страна в очень сложной ситуации. И у вас сейчас есть хороший шанс благодаря нам. Мы хотим, чтобы наша страна была в безопасности. С самого начала этой войны мы стояли щитом, и мы в одиночку боролись. Послушайте, вы используете нашу военную технику, которую мы вам предоставили. Без нашей военной техники эта война кончилась бы за 2 недели. За 3 дня. Если вы Путина послушаете, война бы закончилась за 3 дня. Очень трудно каким-то бизнесом заниматься в таких условиях. Мы понимаем, что у нас есть разногласия. Давайте не будем это делать публично. Все наши разногласия мы должны решать за закрытыми дверями. А мне кажется, очень даже хорошо. Пусть американцы увидят, как все на самом деле обстоит. Вы должны быть благодарны. У вас нет никаких козырей. Потому что сейчас ваши люди погибают, у вас недостаточно... Не могут понять. Козырь есть. Мы, башкортлар, татарлар, есть козырь. Зеленский, услышь нас. Что это такое за разговор? Если мы сейчас добьемся прекращения огня, вам нужно согласиться на это, потому что это положит конец смертям. Конечно, мы хотим закончить войну, но я хочу закончить войну с гарантиями. Спросите наш народ, что они думают о прекращении огня. Ведь это же наше решение, решение нашего народа, на что они согласны. Почему меня рядом нету, а? Я бы за Зеленского топил бы сейчас. И Обама дал вам простыни, а мы дали вам джавелины. А Обама дал вам какие-то простыни. Обама дал им простыни, а мы дали им джавелины. И мне кажется, что он мог бы просто нам спасибо хотя бы сказать. Без нас у вас никаких козырей нет на этих переговорах.
господин президент? Пипец. Минута А молчания. если